Главные события уходящей среды 3 декабря в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. В Якутии заболеваемость ОРВИ и гриппом превышает эпидпорог на 56%, при этом темпы прироста снизились. Более 250 специалистов библиотечного дела съехались в столицу для обсуждения дальнейшей судьбы системы. Расскажем подробности. Сохранение тепла и уюта, создание условий для полноценного развития и взросления. Именно так видят свою главную задачу педагоги Алданского центра помощи детям-сиротам. Слово, наука, наследие. Филологический факультет СФФУ отмечает свой 90-летний юбилей. Туман и усиление мороза прогнозируют в Якутске. Узнаем, какой будет погода в регионе в ближайшие сутки. В Якутии заболеваемость ОРВИ и гриппом превышает эпидпорог заболеваемости на 56%, при этом темпы прироста снизились на 8%, рассказали в региональном Роспотребнадзоре. Якутян по-прежнему призывают соблюдать элементарные меры профилактики, тщательно и часто мыть руки, носить защитные маски, сокращать время пребывания в местах массового скопления людей. В образовательных учреждениях, объектах культуры и спорта, предприятиях торговли и других учреждениях с массовым пребыванием людей рекомендуется проводить среди сотрудников так называемые утренние фильтры, носить маски, обеспечивать обеззараживание воздуха, усиливать дезинфекционный режим. Республика занимает лидирующую позицию на Дальнем Востоке по востребованности дальневосточного гектара. Благодаря программе, инициированной по поручению президента России Владимира Путина, сотни якутян уже построили дома своей мечты, открыли бизнес и занимаются сельским хозяйством. Подробнее о программе и как стать ее участником в материале далее. На карте Дальнего Востока уже сотни тысяч участков, которые люди получили бесплатно и превратили в дом, бизнес или место силы. Один из таких примеров – турбаза Матта. Она круглогодична и уже известна как место семейного отдыха, захватывающим таежным ландшафтом и рекой. Агеевы, владельцы турбазы, оформили программу на всю семью. Вначале оформил муж на свое имя, потом я с двумя дочками тоже оформила гектар коллективной заявкой. 5-й гектар, когда родился у нас маленький ребенок, сын, мы на его имя тоже оформили дальневосточный гектар. То есть мы все семейно уже пользуемся этой программой. Пример семьи Агеевых показывает возможности программы. Оформить дальневосточный гектар можно на каждого члена семьи. Для получения более крупного участка можно подать групповое заявление численностью до 10 человек. Программа ДВ «Гектар» реализуется по поручению президента России сроком на 5 лет. Потом участок можно оформить в долгосрочную аренду или в собственность бесплатно. Полученные участки можно использовать для строительства дома, развития сельского хозяйства или предпринимательства. В Якутии очень много интересных проектов, которые осуществляются на земельных участках, предоставленных по программе «Гектар». Мы наблюдаем в сфере креативных индустрий. Например, проект в Намском улусе Лючи Пестряковой «Этноцентр Белое озеро» и музей карася. Очень классный, интересный проект. Оформить земельный участок в рамках программы можно через порталы госуслуги или на дальневосток.рф. Для тех, кто предпочитает личный контакт, существует возможность оформления документов в секторах электронных услуг или в органах местного самоуправления. Есть еще много нюансов, которые в целом люди не знают. Да? Там, где могут быть охранные зоны, там, защитные зоны, которые не видны в ЕГРН. То есть вот эти данные в органах местного самоуправления они имеются. То есть мы людям всегда говорим, чтобы они обращались непосредственно в полномочный орган. В этом году люди подали около 12 тысяч заявлений. Примерно половина из них уже получила свои участки. А всего за время работы программы поступило больше 53 тысяч заявок. Из них около 22 тысяч человек уже стали участниками программы. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. С профессиональным праздником в торжественной обстановке зампред правительства республики Ольга Балабкина поздравила юристов и студентов юридического факультета СФФУ. Она отметила особую миссию, мудрость и человечность выбравших профессию юриста и вручила благодарственные письма отличившимся якутянам. Отмечу, что Ольга Валерьевна была среди студентов первого набора юридического отделения ИГУ. На работе с трудностями, да, человек становится мудрым,
когда он много работает и много лет. На ошибках каждый человек учится на своих ошибках, поэтому я работаю как бы столько лет уже, много лет, поэтому мне работать с людьми легче. Есть опыт работы в школе и с населением. Себя считаю как бы счастливым человеком, потому что я в своей родине свою лепту как бы ношу. Более 250 специалистов библиотечного отдела съехались в столицу для обсуждения дальнейшей судьбы системы. В стенах парламента участники форума обсудили цифровую трансформацию культурных учреждений. Подробности знает Вероника Таюрская. Библиотеки с древних времен считаются храмом книг. В современности же библиотека – это не просто место для чтения, а полноценный центр с предоставлением государственных и цифровых услуг. Благодаря современным технологиям библиотеки вновь приобретают популярность у населения. В нашей библиотеке создан сектор электронных услуг. Мы обучаем население цифровой грамотности, помогаем пожилым людям, обучаем молодежь. Также помогаем сориентироваться в искусственном интеллекте для тоже нашего населения. Также оказываем такие же образовательные услуги. Кроме того, мы создали большую электронную библиотеку, проводим большую работу по цифровизации фонда краеведческого. Но в целом это очень перспективное направление работы, на которое мы обращаем большое внимание. Цифровая трансформация стала неотъемлемой частью современных учреждений культуры. Библиотеки не отстают. И кроме предоставления стандартных электронных услуг, внедряют искусственный интеллект. Красной нитью через весь съезд библиотекарей проходит тема национальной литературы и книг для подростков. Действительно, у нас, если достаточно детской книги, сказок, там обучающие стихи, вот это у нас вроде как бы есть, но у нас нету для именно подростков литературы. Но классику никто не отменял, классика якутской литературы она остается. И пожелали, чтобы мы переиздали многих авторов. Вот будем работать над этим списком. Круглый стол библиотекарей стал полем для обмена мнениями, а также местом для дискуссий. Во время обсуждения библиотеки затронули актуальную по сегодняшним меркам тему – поддержку учреждений культуры. Сегодня очень много насущных проблем именно в развитии сети библиотечной системы в нашей республике, начиная от штатной единицы, комплектования, подключения к интернету. Ну, вот такие насущные проблемы, но тем не менее мы сегодня должны говорить о развитии библиотечной системы. Наш парламент одними из первых в Российской Федерации приняли закон о библиотечном деле. Сегодня библиотечная система Якутии состоит из более 1100 учреждений государственного, муниципального, научного, школьного и других уровней. В будущем их количество планируется увеличить за счет создания модульных библиотек, что существенно расширит географию их расположения. Вероника Таюрская, Станислав Потапов, Якутск. Слово, наука, наследие. Филологический факультет СФФУ отмечает свой 90-летний юбилей. Пройдя долгий путь развития, отделение русского языка и литературы при Якутском педагогическом институте оформилось в самостоятельный факультет и даже стало брендом. 9-й десяток – это не только даты и цифры, но и тысячи судеб. Навестила свою альма-матер и моя коллега Надежда Саханская. Филологический факультет по-прежнему находится в стенах главного учебного корпуса. Казалось бы, ничего не изменилось, но все-таки что-то произошло. Такой вот парадокс Тесея. Мы находимся рядом с легендарным расписанием. Здесь без подготовки не разобраться. Прекрасно известно, что филология – это любовь к слову, поэтому без языка и без его знания никуда. Предлагаю отправиться на занятие введения в языкознание, которое начнется у студентов-первокурсников как раз-таки с минуты на минуту. В аудиториях все так же царит особая атмосфера. Любовь к слову на факультете объединяет преподавателей и студентов. Тех, для кого слово, язык и литература стали призванием. Сейчас факультет готовит бакалавров, магистрантов и ученых-исследователей по 4 направлениям: филология, педагогическое образование, журналистика и реклама и связи с общественностью. Надо сказать, что вот все эти
Направления у нас востребованные, и, как шутили мы в свое студенческое время, выпускники филологического факультета работают во всех отраслях народного хозяйства нашей республики. А вот свою историю филфак ведет с 1935 года, когда в Якутском педагогическом институте было открыто отделение якутского языка и литературы. Немного позднее отделение вошло в состав историко-филологического факультета и с 80-х годов прошлого века ведет свою работу в качестве самостоятельного подразделения университета. И мы очень гордимся тем, что мы до сих пор факультет. Это классическая академическая структура. И поэтому филологический факультет сейчас бренд. Наш университет – это традиции прежде всего, причем традиции такого классического университетского образования. И мы, вот наш факультет, как один из самых старейших, я считаю, что эти традиции напрямую продолжаем. В век информационных технологий классическое филологическое образование приобретает все большую актуальность. И здесь владение грамотной, чистой устной речью не роскошь, а необходимость. Прежде всего необходимо желание научиться говорить, научиться публичному выступлению. Ну и плюс еще, конечно же, это теоретические какие-то моменты. Один из старейших в Северо-Восточном федеральном университете филологический факультет открыт для всех, кто решил связать свою судьбу с овладением гуманитарными знаниями или кто интересуется филологией и массовыми коммуникациями. Живой пример сотрудничества, который не вредит образовательному процессу, студентка второго курса отделения журналистики, которая в таком юном возрасте уже стала членом команды нашего телеканала. Работа получается такая, что всегда узнаешь для себя, открываешь что-то новое. Я не могу сказать, что прямо сама выбирала профессию, скорее наоборот, это она меня выбрала. Так, прошлое, настоящее и будущее филологии сливаются в единый нарратив, где каждое слово имеет вес, а каждая традиция находит продолжение. Поскольку 90-летний юбилей факультета доказывает, язык – это не просто система знаков, это память, идентичность и живой организм, который развивается, сохраняя корни. Надежда Саханская, Аэлита Махно, Стас Потапов, Якутск. В Мирнинском районе состоялось совещание по вопросам работы отделения Фонда защитников Отечества и увековечивания памяти участников специальной военной операции. В мероприятии принял участие заместитель председателя Госсобрания Илтумен Александр Подголов. Сам фонд оказывает всестороннюю поддержку демобилизованным ветеранам СВО в адаптации, протезировании, трудоустройстве и психологической помощи, а также занимается розыском пропавших и сопровождением семей павших. Особое внимание уделяет поддержке детей военнослужащих, испытывающих стресс. Мирницы доказали и по вопросам работы Фонда защитники Отечества, потому что практически все вопросы, которые бы я не задавал, на них есть четкие, разумительные, понятные и, самое главное, неформальные ответы. Видно, что люди, которые работают, они пропускают это через себя. Они вовлечены, они не простые руководители своих городов, сел, а они именно как такие настоящие отцы. Они ухаживают, они помогают матерям, женам, ребятам, которые вернулись. 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Дата, призванная напомнить нам всем о важности полного и равного соблюдения прав человека и обеспечения полноценного участия людей с инвалидностью в жизни общества. В этом году свое 85-летие празднует Республиканский детский специализированный дом социального обслуживания. О его деятельности и новых проектах расскажут наши коллеги из Нерюнгри. Сегодня в Республиканском детском специализированном доме социального обслуживания поселка Серебряный Бор проживает 122 воспитанника в возрасте от 4 до 23 лет. Сотрудники детского дома отдают детям свои силы, заботу и любовь, что дает положительные результаты. Руководство учреждения не останавливается на достигнутом и на постоянной основе внедряет новые проекты по социализации своих воспитанников. Учреждение большое, ребят у нас много, и как в большой семье обычно не хватает рук. Рук не хватает для того, чтобы каждому ребенку дать индивидуальный подход, личное общение. Поэтому нами разработана и в данный момент внедряется программа, которая называется «Волонтер по видеосвязи». У каждого ребенка будет свой значимый взрослый, который будет уделять ему по 15-20 минут 2 раза в неделю. Это, конечно же, социализация ребенка, значимый взрослый, это расширение кругозора, это общение, то есть развитие коммуникаций,
что в дальнейшем нашим ребятам пригодится. Сегодня в учреждении продолжает свою работу программа сопровождаемого проживания для молодых людей с инвалидностью. Уже полгода Илья и Сергей осваивают самостоятельную жизнь с поддержкой социальных работников в квартире поселка Серебряный Бор. Первый раз, как я зашел сюда жить, я научился делать обжарку, то есть лук нарезать, морковку, натереть все. Для меня это было трудно. Потом стало легче, мы стали супы разные готовить, мы готовили разные каши, мы все делали. Я хочу уметь, чтобы жить еще дальше, жить одному, чтобы я уже смог сам себя обслуживать. Кроме социализации и развития детей, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Сегодня она продолжает совершенствоваться, в том числе благодаря отлаженной системе взаимодействия с Нерюнгринской центральной районной больницей. Ежемесячно воспитанников осматривают врачи узких специальностей. Такой вот визит врачей сказывается благоприятно на здоровье ребенка, потому что тут у нас в штате работают врачи-педиатры, врачи-терапевты, психиатры, невролог, реабилитолог. Естественно, врачи не могут охватить весь спектр заболеваний. Так и говорил о том, что ранее, что дети имеют множественное тяжелое развитие, пороки развития. И как раз-таки помощь узких специалистов, она помогает направить врача именно в плане лечения и реабилитации в нужное русло. У Республиканского детского специализированного дома социального обслуживания намечено немало планов. Строительство нового спального корпуса, внедрение новых социальных программ, туристические походы и даже сплавы. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Контроль за успеваемостью, организация интересного и полезного досуга, воспитательная деятельность. Педагоги Алданского центра помощи детям-сиротам ведут работу по ряду направлений. Результаты и показатели, достигнутые за последние годы, весомы. При этом сегодня перед коллективом поставлены серьезные задачи. Какие именно, узнали наши коллеги. Создание условий для полноценного развития и взросления. Именно так видят свою главную задачу педагоги Алданского центра помощи детям-сиротам. Сегодня в центре проживают порядка 50 мальчишек и девчонок. Чтобы направить энергию ребят в мирное русло и сформировать у каждого человечка систему ценностей, работа по воспитанию и образованию ведется комплексно. О результатах говорят численные показатели. В 2021 году было 14% сегодня. Успеваемость, значит, у нас была, я имею в виду хорошисты, да, вот. Сегодня уже 33%. То есть, ну а в количественном отношении это 17 детей. То есть сегодня у нас закончили учебный год на хорошо. Вот. То есть даже один отличник был. Показывая достойные результаты в школьной успеваемости, ребята также могут гордиться творческими и спортивными достижениями. Мальчишки и девчонки одерживают победы во всевозможных конкурсах. Постоянно пополняется копилка спортсменов. Не могут не отметить педагоги примерное поведение школьников. То есть, что касается воспитательного процесса, здесь тоже, в принципе, как бы не стоим на месте. Вот, мы тоже прогрессируем. То есть, если в 2021 году у нас было 23 самовольных ухода, вот, то сейчас практически все свели на ноль. В этом году Алданский центр помощи детям-сиротам отметил 90 лет. Сегодня перед коллективом стоят серьезные задачи. Напомним, что указом главы республики поручено сократить количество проживающих в социальных учреждениях детей до 2030 года в 3 раза. В качестве альтернативы рассматривается замещающая семья. Приоритет же ставится на возвращение ребенка к родным, маме и папе. На сегодняшний день мы реализуем новые технологии по профилактике социального сиротства, когда помощь направлена не ребенку, как было ранее, а помощь направлена семье. Это обязательная командная работа, обязательно должен налажен быть межвед. Профилактике социального сиротства был посвящен прошедший в Алдане республиканский форум. Участники обсудили инструменты и постарались определить наиболее эффективные механизмы работы с семьями. Значит, работает у нас ШПР, вот, ну, это сокращенная школа приемных родителей, то есть через нее, то есть мы вот, набираем, проводим занятия, то есть обучаем их, то есть, ну, вот, азам. Вот. Ну и, безусловно, работаем в ключе, как сегодня под опеку, вот, детей определяем, то есть в другие семьи, в семьи граждан, да, так и сегодня работаем в направлении сегодня возвращения детей в кровные семьи.
Следует отметить, что результаты в данном направлении имеются. В октябре 2 семьи забрали детей домой. 6 ребятишек в этом году переехали к приемным родителям. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Ленске состоялся первый лекторий для будущих и молодых мам «Мама в ресурсе». Программа мероприятия была обширной. В течение нескольких часов перед гостями выступали спикеры. Они делились с молодыми мамами актуальной и полезной для них информацией. Тему продолжит Светлана Балеева. Программа лектория была насыщенной. Полезной информацией с будущими и молодыми мамами поделились квалифицированные специалисты разных областей. Среди них врач-акушер-гинеколог, педиатр, неонатолог, кризисный психолог, представитель центра «Мой бизнес», консультант по детскому сну, стилист-имиджмейкер и логопед. Организатором выступила Анна Стручкова, мама 2 детей, находящаяся сегодня в декретном отпуске. Я хотела взять большую целевую аудиторию, начиная от молодых, которые только планируют беременность и, получается, беременными, которые родили недавно, и молодые мамочки, у которых дети там, маленького возраста. Около 20 мамочек, и я очень рада, что все они пришли, нашли возможность и пришли на мероприятие. Спикеры заранее подготовили более актуальные темы. Врач-акушер-гинеколог Анна Подлинова рассказала будущим мамам о поведении во 2-м и 3-м периоде родов. Женщина находится после родов 2 часа в родзале. Это называется ранний послеродовый период. Очень важный этот период. В это время акушерка ходит, смотрит за состоянием матки. Неонатолог Мактым Мамуналеева рассказала молодым мамам о развитии малыша от рождения и до года. Ответила на вопросы, а также раздала небольшие памятки. Хочется уже, чтобы мамочки были проинформированы, нежели свои вопросы искали на просторах интернета, где нет фильтра. И хочется пропагандировать адекватную, доказательную медицину. Это профилактика плачевных исходов. Каждая из мам могла почерпнуть полезные знания и советы по уходу за ребенком, здоровью и развитию малыша, формированию правильного режима сна и питания. При всем при том, что я даже очень много читала информации, много для меня сейчас в новинку. То есть всегда у матери есть какие-то беспокойства, что ребенок еще не пошел, еще не сел, и все это очень сильно вызывает тревожность. Но на самом деле это все как бы в пределах нормы, просто нужно дождаться. У каждого малыша свои сроки развития. Большое внимание на семинаре уделялось оформлению документов для получения социальных услуг и, конечно же, вопросам психологической подготовки. Мамочкам очень нужна поддержка. Сейчас все изменилось, и даже те же самые соцсети как бы давят чужими успехами и так далее. И тебе кажется, что ты какая-то не такая, что вот та мама лучше, а ты что-то делаешь не так. Но вообще, когда такое сообщество существует, ты понимаешь, что так у всех, что ты живешь как бы в тех же условиях, что все остальные люди не из соцсетей, совершенно другое настроение, и ты получаешь радость от материнства. Идея создания сообщества организатору пришла несколько лет назад. Поддержала Анну индивидуальный предприниматель, руководитель Центра раннего развития «Зернышко». Мероприятие успешно реализовано. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В Якутске состоялось общее исполнение якутского героического эпоса «Ниргун Ботур Стремительный». 9 именитых аланхасутов республики исполнили все 9 частей произведения. Выступление продолжалось более 4 часов и собрало ценителей традиционного искусства. Организаторы подчеркивают, цель проекта – сохранить и передать молодому поколению богатое наследие Олонхо, показать его актуальность и привлечь к изучению национальной культуры. Первые годы, когда мы начали возрождать Олонхо, мы действительно не умели слушать Олонхо. Абсолютно не умели слушать. И у нас был проект даже научить слушать Олонхо. И исполнители у нас были начинающие. Ну а на сегодня у нас есть исполнители Олонхо, которые говорят в течение от 1 часа до 8 часов. Это молодые люди. И мы сегодня с полной уверенностью можем сказать, что мы возродили Олонхо. Эксклюзивные полотна и национальные костюмы представили народные мастера Ямиконского района в Якутске. Чем отличаются изделия умельцев, узнаем в следующем сюжете. В Якутске на протяжении нескольких дней проходили дни Аймяконского улуса, приуроченные к 105-летию образования района. Одним из завершающих мероприятий стала выставка, где изделия из ручной работы представили народные мастера из 5 наслегов самого холодного улуса.
Сейчас на мне вы видите женский костюм. Это такая шуба. Она сделана из шерсти, из кожи оленя. Ага. Его носили женщины в начале 19 века. Вот на мне еще такая шапка. Называется чомпой. Да. И вот обратите внимание на эти шикарные тоже такие вот варюшки, тоже сделанные из норки и лапок лисы. Да. Ну и вообще очень все детализировано. Помимо того, что вокруг все такое прям обшито бисером, хотела бы обратить внимание на эти две сумочки. Вот эта маленькая сумочка, это для табака. Ага, тоже все так открывается, сделана тоже выделанная шерсть оленя, можно обратить внимание. И вот такая вот тоже сумочка для хозяйственных мелочей. И якутский нож, у женщин раньше был нож, называется бгча, вот тоже на мне. И вот про этот мужской костюм тоже 18 века, он еще раньше, да, очень такой теплый костюм, сделан из шерсти коровы, да, если я не ошибаюсь, такая толстая шерсть коровы, большие рукавицы, это вообще у нас из рыси, большие варежки. Мне кажется, в Аймяконском улусе тут все предусмотрено, да, в этот полюс холода быть так, нужно быть тепло одетым. И вот такие длинные этербес тоже. Конечно же, это все работа Репиной Елены. Скажите, вы с какого именно наслега? С Аймякона. С самого Аймякона, да? А сейчас передаете это мастерство молодому поколению, может, как-то собираетесь? Да, конечно. Аймяконский улус славится разведением якутских лошадей. Неудивительно, что большая часть представленных работ изготовлена из шерсти и гривы самых выносливых в мире лошадей. Валянием шерсти лошади изготовлены картины, куклы и салфетки. Вот образцовый материал, поэтому из конского волоса мастера хорошо делают свои работы. Хотим, чтобы молодежь тоже пошла по стопам этих мастериц и научилась шить по народно-художественным промыслам, поэтому мы проводим мастер-классы выездные, чтобы научить будущее поколение народно-художественным промыслам. Мастерицы сордонохского наслега создают полотна из мельчайших деталей методом кыбытык-тиги. Этот метод отличается кропотливым трудом. Одно изделие может изготавливаться на протяжении не одного года. Еще одной особенностью является использование меха рыси в изготовлении национальной одежды и аксессуаров. Марфелина Алексеева, Стас Потапов, Якутск. Туман и усиление мороза прогнозируют в Якутске уже 4 декабря. Ночью ближайший похолодает до минус 39. Днем будет минус 35-37. Также в столице республики и центральных районах ожидаются морозные туманы. На западе, юге, востоке пройдет небольшой снег. На юго-востоке и юго-западе он будет умеренным. На северо-востоке местами порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. Такими видели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.